На дворе апреле вовсю идет оттайка снега и наледи, а в Ленске впервые за всю зиму снегоуборочная техника вышла на расчистку улиц частного сектора. По снежной жиже жители кое-как передвигаются на автомобиле, не говоря уже о том, что пешком пройти просто невозможно. Кто ответственен за уборку и сколько еще снега на улицах города, расскажет моя коллега Светлана Балеева. Весь частный сектор Ленска утопает в снежной каше и талой воде. Если с центральных улиц большую часть снега успели вывести, то с частных так бы и не собрались, если бы жители не начали бить тревогу, звонить в городскую администрацию с просьбой расчистить проездные пути. Вот уже несколько дней в частном секторе работает снегоуборочная техника. На сегодняшний день идет вывозка и уборка частных улиц. Ведется сектор улиц от Чапаева до Заозерной, это улица Полярная, Строительная. До выходных техносервис нам пообещал, что закончит уборку всех второстепенных улиц города. Четко отслеживает ситуацию в жилищном фонде весь зимний период и в особенности в осенний период распутицы управляющая компания «Респект». На сегодняшний день это единственная компания, которая очистила от снега весь обслуживаемый жилищный фонд. Только сразу написали, сразу техника появилась, трактор и грузовик, этот самосвал. Там все очищено, даже дороги прочистили везде, что можно проезжать. Раньше колея была, сейчас вода, правда, но ездим хоть на машинах. Компания обслуживает 60 домов. Это аварийный фонд на окраине города. Проехав практически по всем адресам, мы убедились, что снег действительно везде очищен. В зимний период мы всегда стараемся идти навстречу жильцам, несмотря на то, что у нас не заложено ни в одну статью уборка придомовой территории. Мы за это не берем никакие денежные средства, то есть не дополнительно, ни потом не выставляем в квитанции, как делают это многие управляющие компании в городе Ленске, ну и в других городах, в принципе. Но на сегодняшний день мы подсчитали примерно. За весенний период у нас больше 250 тысяч ушло на оплату спецтехники. Зато ситуация с преддомовыми территориями в городе печальная. Не проехать, не пройти. Хотелось бы, чтобы для оставшихся 7 управляющих компаний пример компании «Респект» стал показательным. Светлана Балеева, Виталий Андреев, Ленск.